Всем огромный привет! Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня посмотрим важные события, которые будут происходить для вас, дорогие Овны, с 4 по 10 октября 2021 года. Мы посмотрим основное событие недели, сферу работы, финансов, отношений и подсказку. Напоминаю, также это общий прогноз, не индивидуальный, поэтому события могут не совсем резонировать с вашей ситуацией. Если резонирует, ставьте лайки, буду ждать обратную связь в комментариях. В любом случае, прошу вас не воспринимать все буквально. Рассматривать будем на оракулах. Какие это оракулы, я оставлю информацию в инфобоксе. Так, для овнов основные события недели, работа, финансы и отношения с 4 по 10 октября. Так, основное событие недели, работа, финансы, отношения и подсказка. Также мы посмотрим и на этой колоде основное событие недели, работа, финансы и отношения. Так, основное событие недели, работа, финансы, отношения. Основное событие недели. Вы в ожидании какой-то информации, в ожидании, может быть, документов или в ожидании письма. Что-то не может продвинуться из-за того, что вы ждете какую-то либо весточку, либо письмо, либо какую-то документы какие-то. Поэтому, может быть, документы связаны с работой, поэтому как-то дальше что-то, ничего не двигается. Нет какого-то начала из-за того, что вы вот именно в ожидании. Может быть, вы ждете от кого-то письма, может, вы ждете, человек не... Может, вы в любовной какой-то переписке, да, допустим, может, вы переписываетесь с каким-то человеком и в ожидании этой переписки, может быть, человек долго не отвечал вам. В общем, вот такое вот основное событие у нас недели. Что касается работы. Так, а в работе, знаете, такое ощущение, будто эмоции просто зашкаливают. Ощущение, будто взрыв эмоций. Это все связано с государственными чиновниками, может быть, с какими-то государственными действиями, может быть, что-то зависящее от людей или от человека вышестоящих органов. Это также может быть в работе вот такое ощущение, будто нет никакого развития, будто вот по вине государственных органов все застопорилось. И у вас вот просто бурлят эмоции. Так, в плане финансов, да, финансы. Ну, в финансах, в принципе, будто бы все стабильно. Не больше, не меньше. Но вполне возможно, вам придется, будут какие-то траты, и трат будет больше, чем вы планировали. Также необходимо обратить внимание на обманы. То есть не вкладывайте сейчас никуда деньги и не берите никаких займов, потому что могут присутствовать какие-то обманы. Вас может где-то уговаривать, там, приобретите или купите, или возьмите. Ни в коем случае этого делать нельзя. Так, деньги у вас будут также, они вам очень пригодятся на семью. То есть у вас могут быть еще какие-то траты семейные, и также в большем количестве, чем вы того ожидали. Поэтому, как совет, не стоит тратить больше, чем
вы можете себе это позволить на данный момент, потому что все-таки с работы у вас какой-то здесь есть момент, нет никакого развития вообще вот в плане работы, и у вас и так бурлят эмоции на этой почве, поэтому в плане финансов вам не стоит что-либо тратить больше, чем, чем есть у вас денег, допустим. Но чувствуете себя пока стабильно, и деньги будут уходить, может быть, больше, чем вы предполагали, на какие-то семейные праздники. Вот, ну, такие вот лишние траты. Ну, ни в коем случае не давать в долг и не подписывать никаких документов, во всяком случае, на этой неделе. То есть могут присутствовать какие-то манипуляции со стороны, вот, допустим, знакомых, друзей или на работе. Могут быть какие-то невыплаты. Но в любом случае вы от этого не пострадаете, потому что у вас есть финансовая такая стабильность. В плане отношений. Так, в плане отношений. Все на том уровне, на каком и было. То есть никаких изменений нет. Такое ощущение, будто вы вот чем-то расстроены и нет никакого изменения в плане отношений. Ощущение, будто вы нервничаете, и на этой почве могут быть такие ощущения, будто ну, какая-то безысходность, ничего в этой жизни не меняется. Но поверьте, в принципе, у вас тут опять-таки говорится о том, что вам нужно получать удовольствие от того, что вам жизнь предоставляет. О знакомствах эта карта не говорит для одиноких, но вы знаете, вот такое ощущение, будто вам и так на данный момент сейчас хорошо. То есть у вас вот так вот, как сейчас есть, вот так вас это все устраивает. Пока что ничего не меняется. Для тех, кто в паре, в принципе, все тоже так же остается на том уровне, на котором у вас сейчас все в семье есть. То есть если бы вы хотели, если вы в паре только познакомились, допустим, то это не говорит о больших чувствах, там, о глубоких чувствах. Это говорит о том, что, ну, в принципе, вместе ходим в кафешки, вместе встречаемся, вместе отдыхаем, но не более того. То есть это приятные легкие встречи. Но не о развитии, допустим, отношений эта карта тоже не говорит. Так, какой же у вас будет совет? Радость. Радость – это высшая форма энергии. Это волшебное ощущение, что для вас нет ничего невозможного. Источник радости в жизни – это те дары, которые вы получаете от нее каждое мгновение. Радость позволяет вам создавать для себя самое светлое настоящее и будущее. Проводите приятное время, радуйтесь жизни, радуйтесь тому, что у вас есть. Вот такая вот карта и расклад для вас. На этом видео буду заканчивать. Для тех, кому оно оказалось полезным, ставьте лайки. На этом всем пока-пока.